Даже не знаю, как их назвать. Плохо воспитанные детишки, а точнее, простите меня, недоразвитые, малограмотные подростки устроили вакханалию у вечного огня в парке Горького, Казани. А затем потушили вечный огонь. Символ памяти о миллионах погибших. Это мы знаем и понимаем. Этому нас учили и в школе, и дома. Память о жертвах страшной войны у нас в генах. А вот наши дети и внуки уже совсем другие. 30 лет мы не занимались практически патриотическим воспитанием. Последние 2 года усиленно взялись, как всегда, кавалерийскими методами, сведя все к речевкам и показным мероприятиям. Но эту задачу нельзя решить одномоментно. Патриотами по указу и приказу вышестоящего начальника не становятся. Это состояние души, мировоззрение человека, которое формируется поколениями. От осинки не родятся апельсинки. Конечно, у малолетних вандалов, затушивших вечный огонь, есть родители. И, к сожалению, они не научили своих детей тому, что такое хорошо и что такое плохо. Законом эти подростки защищены. Отделались они публичным извинением в социальных сетях. При этом лица, конечно, были скрыты. Правильно ли скрывать лица преступников, а они именно преступники, перед памятью, перед горем миллионов людей? Наверное, правильно. Зачем ломать молодым людям жизнь? Может, еще поймут, какое святотатство они совершили. Но знаете, я бы с удовольствием показал лица их родителей с указанием места работы, чтобы они могли передать своим детям в удобной для них форме всю степень общественного порицания и негодования их поступкам. И еще, знаете, я бы посадил этих детей перед экраном и показал им страшные своей правдой документальные фильмы о войне, которые показывали нам. Обыкновенный фашизм, Освенцим, Бабий Яр. Может, тогда они бы поняли, сколько страданий, ужаса и горя в символическом горении вечного огня, который сегодня уже полыхает памятью о новых жертвах войны. Ленар Валиулов продолжит тему. Во всех городах России в память о погибших в войнах за Родину установлены памятники. Возведены целые мемориальные комплексы, говорящие о том, что имена героев незабвенны. Символом их вечной жизни в наших сердцах является вечный огонь, пламя которого никогда не угасает. И эта память переходит из поколения в поколение. Каждый должен знать и помнить, какими жертвами добывалось это мирное небо над головой. Монумент у парка Горького был возведен за счет народных средств. В 1967 году в присутствии 100 тысяч человек этот монумент был торжественно открыт и был зажжен вечный огонь. Тогда народ понимал символичность этого момента. Ведь в сердцах многих тогда заживали раны больших потерь в этой страшной войне. Но сегодня, к сожалению, эта память, похоже, теряет свою актуальность. Все чаще в новостных лентах встречаются заметки об актах неуважения. А что самое страшное, об актах вандализма по отношению к народной памяти. Город Псков. Мужчина разогревает еду над вечным огнем. Сочи. Июль. Девушка сжигает пакет с мусором у памятника героям Великой Отечественной войны. Сентябрь. Столица Бурятии, Улан-Удэ. Мужчина бросает в пламя вечного огня венок, возложенный в память о павших. С этими членами общества все понятно. Воспитывать их уже поздно, сажать гуманность закона не позволяет. Эти извинения потом на камеру своей искренности вызывают только сомнения. К сожалению, к этому параду городов с неадекватными представителями общества присоединилась 10 ноября и Казань. 4 подростка решили погреться у вечного огня около монумента Победы в парке Горького. При этом, выражаясь матерными словами, рассказывали, как им кажется, смешную страшилку. Под конец своих посиделок огонь ими был потушен. Нынешнее рабочее титульное поколение выходом из 90-х. Дворовое детство, минимум опеки со стороны родителей, пашущих на 2-3 работах, чтобы детей прокормить. Время было такое. Но чтобы опошлить память наших предков, это было за гранью разумного. Воспитание в парадигме советских идеалов тогда еще было живо в обществе. Сегодня вседозволенность рвет все моральные шаблоны. Здесь, конечно, нужно рассматривать совокупность факторов. Это однозначно безграмотность, это однозначно
недостаточное соответствие своему возрасту. Это часто происходит от того, что подростки ориентируются не на те социальные ориентиры. Здесь, конечно, мы не можем не сказать о пагубном воздействии интернета и интернет-сообщества. Дело в том, что люди гораздо более социальные существа, вот мы с вами, чем мы думаем. На нас очень сильно влияет наше окружение. Телеграм-канал с количеством подписчиков в 230 тысяч человек. Судя по формату, это в основном подростки. Выкладываемый контент, который не только просматривают, но и впитывают его суть, и, что самое страшное, распространяют между собой подростки, ужасает. Мы не специалисты, но родители. Поэтому с точки зрения отца скажу, мы целое поколение теряем. Воюет сатана. Я пью колу и курю 3 сигареты одновременно. Я зумер. Мама, не жди меня дома, внезапный флешбэк. Здравствуйте, товарищи! Есть еще надежда на чуть старшее поколение ребят, разбирающихся в системе хорошо-плохо. С ними работают. На днях с ними даже герои России проводили уроки мужества. Участники СВО делились своими историями. Герой России из Татарстана Иван Жарский был воспитан в простой семье. Простая казанская школа, артиллерийское военное училище, служба боевым офицерам, специальная военная операция. В бою в Запорожской области за сутки его подразделения и он сам лично подбили 12 единиц техники, в том числе хваленый немецкий танк «Леопард» и американский «Брэдли». Напомню, ему 27 лет. Меня воспитывали в Казанской кадетской школе. Меня воспитывала моя мама с патриотизмом, с постоянным контролем со стороны моих курсовых офицеров, со стороны моих родителей. И я считаю, что цели моих родителей достигнуты в плане того, что я вырос патриотом своей страны, я горжусь этим, я горжусь, что я россиянин, и я горжусь, что я морпех. Идти на верный риск в зону боевых действий никто не хочет. Идут туда по зову сердца или когда Родина позовет. Новые герои России, новые личности, о которых будут говорить на страницах нашей великой истории, это подтвердили. Потому что воспитаны так. Энвер Набиев из Дагестана, командир героического танкового батальона, свято чтит заветы своих предков. Когда я был еще маленьким, у меня отец, как-то я помню, привел нашего односельчанина, участника Великой Отечественной войны. И он, вот, смотри, этот человек, он первый форсировал реку Висла. Ко мне с детства закладывались такие понятия, то, что Великая Отечественная война – это вообще святое, то, что люди погибали, люди отдавали свои жизни за то, чтобы я вот родился и в мирной жизни жил. Два разных воспитания двух разных поколений. Одни выросли в тяжелые годы перестроения экономики страны и самосознания общества с ясным пониманием того, что хотят в будущем Родине помочь. Вторые становятся последователями трэш-контента без права для себя развиваться умственно и духовно. Мы просим прощения у всех жителей России. Рано говорить, что из них зайдет. Но в начале сюжета мы показали, как взрослый мужчина греет еду на огне. Связь между горе-подростками из Казани и псковским социальным недорослем из ролика явно прослеживается. Ребенка ударить можно, унизить нельзя, сказал один великий педагог. Государство и психологи, к сожалению, придерживаются постулата с поправкой «не ударить, не унизить». Безнаказанность, ограничивающаяся только публичными извинениями с полным закрытым лицом. Да, это должно быть. Это должно быть. Но еще раз повторюсь, без навешивания ярлыка, как преступников навсегда. Человек – это вечная динамика. И будем надеяться, что все-таки они вот этот урок, учитывая санкции, которые будут, они его воспримут и будут менять свое мировоззрение и свои ценности.
О том, насколько неадекватно поступают некоторые представители юного поколения, не нам судить. Для этого существуют специальные органы. Пугает другое. Вот мы, будущие пенсионеры, через каких-то 20-30 лет останемся на их попечении. А какое будущее настоящее построят они, страшно даже подумать. Если уж среди них сегодня существуют тенденции на обесценивание памяти, то какое значение для них будут иметь беспомощные люди, которые выработали свой ресурс во благо общества когда-то? Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней.